Игры народа Абаза – настоящий культурно-спортивный праздник, пронизанный духом единения и братства. За право называться самым спортивным абазинским аулом идет жаркая борьба в 11 видах спорта, среди которых и национальные – перетягивание каната, толкание камня, лазание на столб, стрельба из лука. В этом году в спортивном событии приняли участие команды 9 абазинских аулов КЧР и Ставропольского края, а также команда Республики Абхазия. О значимости события говорили хозяева и почетные гости мероприятия. Спорт нас объединяет и кует характер, убежден глава Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Муса Экзеков. Человек, который формирует характер в спортзале, который преодолевает трудности, который учится дружить, он становится сильным, уверенным. И такой человек не может в том числе и плохо учиться, будет стремиться обязательно во всех направлениях развиваться. И общество с такими людьми, такое гармоничное, здоровое общество, конечно же, будет формировать особый фундамент будущего великой нашей страны. Я хочу всем нам пожелать, чтобы мы с каждым годом прибавляли в нашу огромную семью наших братьев и сестер, не только с наших сел, не только с наших городов, но и со всего мира. Думал, что нас абазинов мало. Оказывается, нет. Весь Зеленый остров был занят. И занят не просто людьми, красивыми людьми по форме, по содержанию, в общениях. Для маленького аула, для маленького народа абазина вот такое собрать, провести такой праздник, это большой труд. يخبيامش أبوريغرامش أباز جلر روح مرة يزكو شو دسنا عليد عملات خمرة عايزر زجيتنا كلويد أخ مرة تيغو خشيلة أجالة معنالة مخجالة يسناك عيد سلبرة خيقو أقوش راقو أقوش دخيقو أبشي مدارقو يخا عايزر زجي يسكوري غرب يبش همش يجز غاز. Мы, этнографы, исследующие культуру народов, условно делим культуру на материальную часть и духовную, на то, которое образует наследие материальное и наследие духовное. Вот вчера как будто была та часть, которая относится к духовному наследию, к культуре, которая выражается в искусстве. Сегодня как будто речь идет о физической культуре, о теле. Но в действительности мы знаем, что нет спорта без высокого духа, нет победы без вдохновения. И мне очень кажется важным, что абазины имеют свою площадку, свое спортивное поле, свое общение, свое вот такое богатое многостороннее братство. Мне кажется, что вот этот праздник, сейчас как раз взошло солнце и оно палит, это высшая точка существования народа. Из-за пандемии фестиваль не проводился 2 года. 23 июля отборочный этап прошли 4 команды из 8. В своих группах одержали победу команды Абхазии и аула Кубина. Именно с их игры начались 7-е игры народа Абаза. Участники соревновались и в личных турнирах. Например, девушки из абхазской волейбольной команды участвовали также в прыжках в длину, в стрельбе из пневматики и стрельбе из лука. В общекомандном зачете победила команда аула Кубина. Капитан получил переходящий кубок лично из рук Мусы Экзекова. Второе место у спортсменов аула Эльбурган. Третье у игроков аула Псыш. По правилам, победитель оставляет кубок у себя, а эстафету на проведение следующих игр передает любому аулу на свое усмотрение. Команда Кубины передала эстафету на проведение 8-х игр народа Абаза аулу Псыш. Арсен Рафаэльевич Тлисов, чемпион мира по панкратиону, принимает эстафету. Рустам Зантария, Абаза ТВ. Круто прям написали.